кто-нибудь имел опыт рисования на каких-нибудь планшетах графических? Вот. И вы, наверное, понимаете, в чем преимущество такого рисования. Кто назовет эти преимущества? Что не может в реальной жизни. Там больше функций. Больше функций. А поподробнее может ребятам объяснить из своего опыта? Какие плюсы такого рисования? Какие возможности у такого рисования? Ты можешь сделать какой хочешь рисунок. Вот так интересно и дружелюбно в форме беседы начался первый урок в Гагарской IT-школе. Последние модели компьютеров, проекционный экран, а среди предметов цифровой рисунок, графический дизайн и 3D-моделирование. Например, с помощью 3D-принтера здесь дети могут изготавливать вот такие фигурки и фантазировать. Ведут занятия квалифицированные специалисты. На первом уроке присутствуют более 20 детишек, в основном учащиеся 5 и 6 классов. И у каждого из них большое желание освоить компьютерные технологии. Передавайте дальше, передавайте. Такой момент. Аккуратненько, это техника. В 2018-м при поддержке благотворительного фонда Амшра по инициативе молодых специалистов в сфере IT-технологий во главе с Дамием Джонуа в Абхазии в городе Сухум открылась первая IT-школа. За это время в ней обучились около 2000 школьников. Из них 50% поступили в IT-вузы. По словам директора STEM-лаборатории Дамия Джонуа, идея открыть подобное учебное заведение возникла более 4 лет назад. Тогда он столкнулся с острой нехваткой кадров в сфере IT. После открытия STEM-лаборатории в Сухуме предложения обучать школьников IT стали поступать и из других районов. Но открыть филиал в других городах до этого времени возможности не было. В 2022-м проект поддержал Фонд образовательных и информационных технологий, который основал Олег Барцец. 2 месяца назад к нам приехал Олег Мсасович Барцец. Да, вот мы встретились, рассказали ему про свой проект, показали ему работы детей. Возникла идея, почему бы не открыть это в Гагре. Вот, благодаря ему этот проект, в принципе, состоялся. Вот, с нашей стороны делается все возможное, чтобы здесь как можно быстрее открыли все те курсы, которые есть у нас в городе Сухум. Но пока что мы стартуем с 3 курсами. Это цифровой рисунок, графический дизайн и 3D-моделирование. STEM-лаборатории обучают школьников с 1 по 11 класс. Основная цель – профориентирование. Специалисты IT-школы прикладывают все усилия, чтобы у детей была возможность попробовать себя в новом и освоить востребованную на рынке труда профессию. По словам Олега Барцец, подобные проекты нужно поддерживать, ведь они направлены на развитие талантливой молодежи и повышение уровня образования. В Гагском районе обучается порядка 5000 детишек. Это с 1 по 11 класс. Поэтому и родилась такая идея сделать подобный филиал IT-школы STEM Lab, которая уже давно функционирует в Абхазии, которую организовал наш талантливый IT-специалист Дамей Джонуа. Я думаю, вот стоит нам всем идти вот по подобному пути, когда наша молодежь становится более компетентной, более эрудированной, более оснащенной технически, технологически. В конечном счете это все может монетизироваться, и все это на благо нашей небольшой республики. Инициативу открыть IT-школу в Гагарском районе поддержали также в интернет-компании «Гагра Телеком». Мы совместно осуществили этот проект, реализовали на нашей площадке здесь, в городе Гагра, так как эти направления сейчас являются очень актуальными, и так как мы непосредственно связаны с этой сферой, с IT-технологиями, и кадровый голод, который существует в наше время, нехватка специалистов подтолкнул нас ко всему этому. Мы ведем родителей и детей к тому, чтобы не отнимать телефоны и компьютеры, а дать возможность направить их интерес в правильное русло. В данный момент в Гагурскую IT-школу уже записались около 30 детишек. Пока занятия проводятся только для школьников по 3 предметам 2 раза в неделю. Это цифровой рисунок, графический дизайн и 3D-моделирование. В планах обучать и взрослых, а также повышать квалификацию специалистов в сфере IT. Адрес STEM-лаборатории в Гагре, проспект Владислава Ардзенба, 147. По всем интересующим вопросам можно обратиться по номеру 930 05 55. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.